Так, ассаламу алейкум, хайрле кич, хайрле кин. Доброго дня, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Асин, на нашем канале Татполит. И сегодня мой собеседник, человек интересный, философ, Дамир Абдулов. Мы попытаемся с ним сегодня зачать большой цикл наших разговоров про настоящее, будущее, футурологию татар, татарской нации, цивилизации и даже всего мира. Собственно, сегодня мы попытаемся, как говорится, в вводную войти для того, чтобы понять, как дальше выстраивать. Дамир, хайрле киш, но сиздакен, вы находитесь по ту сторону океана от нас. Валейкум салам, уважаемый Руслан. Я приветствую вашу аудиторию, нашу с вами аудиторию, потому что мы же понимаем, да, что те, кто смотрят ваш канал, они, в общем-то, мыслят примерно вот в том же направлении. И обращаясь вот к вашей аудитории, я хотел бы сказать, что несмотря на вот тяжесть происходящего, я хочу, чтобы вот люди выдать такую вот форму поддержки, да, и солидарности, что чтобы люди, чтобы ваша аудитория, наша с вами аудитория не чувствовала себя брошенными, одинокими, и нас много, и наше качество всегда выигрывает по отношению к количеству наших оппонентов. Бесспорно. Дамир, если можно, не могли бы вы коротко представить себя для наших зрителей, чем вы занимались, каково ваше образование и в целом так небольшой вижен про вас? Я родился и вырос на Северном Кавказе, не будучи представителем ни одной из вот локальных национальностей. Вот. Ну, то есть такой типичный, наверное, вот советский, позднесоветский человек, который, ну, в силу каких-то врожденных особенностей, я очень рано начал интересоваться происходящим именно в социальном, вот, в социальном ландшафте. И я был круглым отличником в школе, и, скажем, вот та советская система, у которой, как мы сегодня понимаем, было очень много там недочетов и изъянов, она, тем не менее, позволяла вот, и даже способствовала каким-то, способствовала возможности быть в ладу с собственной совестью. Я это помню вот прям там с моих собственных там 8-9 лет от роду. Вот, соответственно, я в этой вот обстановке, в этой атмосфере, надо сказать, вот именно на Кавказе, она была очень благостной, она была по-настоящему такой вот человечной. То есть советская действительность, переложенная на вот кавказский менталитет, она в то время дала вот прям удивительные такие вот узоры. Вот. И закончив школу, значит, золотую медаль мне не дали только потому, что еле натянули мне поведение на удовлетворительное. Вот. Я поступил потом поступил и закончил. При поступлении она называлась Ленинградское высшее инженерно-морское училище, а когда заканчивал, уже переименовали в Государственную морскую академию. Распределился я в Балтийское морское пароходство, которое очень скоро после того, как я туда пришел на работу, перестало существовать вполне себе таким
понятным и легко объяснимым причинам, которыми, в общем-то, которые нашим слушателям и подписчикам вряд ли будут интересны, но когда и если мы с вами коснемся вот генезиса нашей вот этой, как бы их назвать, военно-политической администрации сегодняшней страны, да, то будет интересно вот проследить вот именно эту часть их эволюции, потому что она прошла вот буквально перед моими глазами. Это с 92 по, скажем, по 99 годы. Вот, значит, в какой-то момент, значит, ну, я распределился и работал в Балтийском пароходстве. Потом, когда его начали растаскивать по частям, я там внутри, ну, в общем, поменял специфику работы и вот так или иначе занимался вот этими делами до 99 года. Вот. Потом в 2000-м, когда поменялся и локальный ландшафт, и федеральный ландшафт, да, мы все понимаем, какие изменения наступили, но они тогда еще были как бы такими все-таки, ну, эволюционно такими не радикальными, не зигзагообразными, а более-менее такими последовательными. Значит, в 2003 году я поступил на философский факультет Санкт-Петербургского университета, потому что, скажем, когда у меня погиб отец в 1996 году, я вспомнил, что я по крови мусульманин. Вот, мои земляки-карачаевцы помогли мне похоронить отца и по мусульманским обычаям, и я стал изучать Коран, я стал изучать Ветхий Завет, я стал изучать почему-то, я не знаю, мне не хватило только Корана, я начал как-то вот исследовать полностью весь монотеизм, начиная от его зарождения до уже современных форм. И, соответственно, так или иначе изучал иудаизм, христианство и ислам. Изучал и практиковал ислам, естественно, да, потому что после смерти в исламе, после смерти вот, родителя в исламе принято, значит, 52 дня молиться и поминать и просить за него, да. И вот с этого началась моя теодицея в монотеизм. В 2003 году я решил поступить на философский факультет, чтобы уже с помощью философского инструментария попробовать разобраться в происходящем. С 2003 до 2007 я учился на философском факультете. Ну, вряд ли кому-то будет интересно, чем я занимался в процессе, хотя ну, это обычная жизнь обычного человека в Петербурге. Вот. И потом я начал применять полученные знания, полученные и от самостоятельного изучения монотеизма, и уже вот в плане академического изучения философских дисциплин в университете. Кстати, очень хорошая школа в Санкт-Петербургском университете, вот именно на философском факультете. Он, кстати, находится в одном здании с историческим. Вот. И, значит, в 2009 году, через 2 года после окончания филфака, я поступил в магистратуру факультета международных отношений того же Санкт-Петербургского университета, которую закончил в 2011 году. И у меня очень интересная экспериментальная программа была, профилирующая именно вот в процессе обучения. Она называлась «Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды».
Звучит очень формально, но с материалами, с материалами международных институтов было очень интересно поработать. И очень интересные выводы получилось сделать именно благодаря моему, скажем, бэкграунду и экспертизе уже в философии и в теистических дисциплинах, да. Вот. И, соответственно, потом значит, мы с некоторыми однокашниками и с некоторыми преподавателями решили открыть, значит, НКО экологическое. И вот с тех пор открыли мы его в 2011. И вот с 2011 по сегодняшний день я занимаюсь именно экологическими исследованиями, но достаточно глубокими, которые, на мой взгляд, способны поменять не только, скажем, экономические или хозяйственные подходы к вот этому виду, ну, к экономической и хозяйственной деятельности, но и очень глубоко переинсталлировать саму систему взаимодействия человека с макросистемой, в которую он включен, то есть с биосферой планеты Земля. Там очень много таких критических, противоречивых узлов в этих взаимоотношениях, но они очень легко распутываются. Опять же, вот если человек, оказывается, осознает, что он в процессе именно сегодняшней бифуркации находится перед лицом беспрецедентной катастрофы, то сразу наступает такое, вот как от нашатыря, то есть сразу прочищаются все вот нейронные вот эти каналы, и сразу, ну, начинаешь понимать, и я не говорю об индивидуальном понимании, я говорю о коллективном вот таком акте сознания происходящего, то, в общем-то, это не просто становится реальным, да, вот такой выбор нормы относительно патологии, а именно вот его экзистенциально-критический характер. То есть в случае, если мы сделаем неправильный выбор, это будет не просто катастрофа, а это будет формат, вследствие которого человеку, вот как биологическому виду, не будет больше места на планете Земля. Этот проект, который мы называем Homo sapiens, закроют как эволюционно непригодный, не прошедший свой вот этот период клинического испытания. Вот вкратце так. Да, спасибо, Дамир. Ну, если мы перейдем к реалиям нашей жизни и национального аспекта цивилизационного, то что можно сказать здесь? Вы человек с серьезным образованием гуманитарным, и что вы как просчитываете вот цивилизационную форму татар, тюрков, то есть как они вписаны в общую палитру мир-системы, на ваш взгляд? То есть являемся ли мы частью, или же это пережиток, или это форма обнаружения? Ну, то есть вот как вы пришли к осмыслению того, что это для вас лично важный аспект, именно татарский, национальный? Ну, смотрите, во-первых, моя оценка роли и вклада нашей культуры, причем я стараюсь быть по-настоящему объективным и непредвзятым, да, беспристрастным, насколько это возможно, да, потому что кровь иногда, она все-таки очень, очень ко многому обязывает, я бы сказал. Бесспорно, наша
наша культура, она очень много дала миру, если проанализировать даже вот исторический ландшафт, то я бы сказал, что наши предки были самыми величайшими завоевателями, причем коннотация у этого должна быть не отрицательная, как это принято, да, то есть даже та вот политическая система, которую установил последний вот наш соотечественник Чингисхан, она, ее почему-то принято называть игом и делать таким вот предметом критики, причем вот абсолютно всегда в негативной коннотации. Но это не так, абсолютно не так. Как мы с вами знаем, вы историк, вы бесспорно с этим материалом тоже работали. Проект Чингисхана, он был ответом на вызовы того времени, и я бы сказал, что он был самым адекватным ответом на вызовы того времени, потому что между производящим Востоком, да, то есть Китаем, и потребляющим Западом, то есть Европой, функционировал вот этот вот шелковый путь, да, и это был по-настоящему, это была цивилизационная ось, политико-экономическая ось Айкумены, всей обжитой на тот момент территории. Обжитой в цивилизационном понимании, да, люди везде жили на этой планете, но именно вот в плане такого общепринятого исторического дискурса мы говорим о Евразии. И Чингис, Темуджин, он дал миру то, что мир просил. Этот мост между Западом и Востоком, и не только, причем логистический мост, а обмен смыслами, вот именно функционирование человеческой цивилизации, да, оно проходило между этими двумя полюсами. И он эти полюса соединил. И в этом был вклад нашей культуры, вот уже, скажем, из записанной истории, это вот самое последнее было. То, с чем невозможно не согласиться или каким-то образом подвергать сомнению. И я вам в одной из наших бесед, я вам говорил, что в этом году, в начале года, Папа Римский Франциск ездил в Улан-Батор, где он принес официальные извинения. Он признал, что Ватикан сознательно искажал оценку проекта Золотой Орды, проекта Чингисхана, и принес извинения, сказал, что мы, безусловно, обязаны вот в сегодняшней точке бифуркации, мы обязаны этот опыт применять, потому что опыт был совершенно точно положительный. То есть, если рассматривать из системы координат абсолютных таких величин, конечно, война это всегда плохо, и когда Чингис, и Бату, и Джебе, и Субэдэй, когда они, значит, выдвигались в походы, они проливали человеческую кровь. Но они это делали все-таки даже в плане оценки вот этой вот этики ведения войны, они не были самыми худшими. И у нас, живущих сегодня, у нас есть прекрасная возможность сравнивать, да, вот, и в исторической такой ретроспекции, и даже вот оценивая современные какие-то формы ведения войны, мы уже можем отделять, как говорится, мух от котлет. И это только один, это видимый аспект, да, вот, видимый такой вклад нашей культуры в исторический процесс и в цивилизационный процесс. Там есть очень много внутренних
обусловливающих именно вот этот формат вклада. Но вряд ли есть смысл об этом говорить, хотя это все очень связано и очень закономерно. И это работает как швейцарские часы. Спасибо. Ну, мы с вами как-то обсуждали, может, этому посвятить отдельную беседу, отдельную лекцию, но все-таки мы можем штрихами пройти сегодня очень многое, а дальше уже как бы эти насечки, по этим насечкам, как говорится, поставить осечки, прорубить. Значит, так называемая военная демократия. А вот вы сказали относительно Папы Римского, но очень многие, не только на Западе, но так называемые российские либералы, да и, что греха таить, в Украине, очень многие используют политическую лексику, которая оскорбляет нас в плане того, что Россия – это орда, азиатчина, что вот все, что связано с тюрками, с кочевниками, это вот тьма тьмущая. Ну, по сути говоря, это переиллюстрированная идея иго, да, но только не в советской ее транскрибации смысловой, а уже как бы в западно-либеральной. Вот иго вот оттуда пришло, это ужасно-ужасно. Хотя, знаете, некоторое время назад, когда в Монголии вот происходили там события, люди протестовали, там заставили правительство какие-то там снижать какие-то тарифы, очень многие для себя с большим удивлением узнали, что там, оказывается, в Монголии проходят свободные выборы, власть меняется, что президент там живет скромнее российского райчиновника районного, ну и так далее. То есть, когда ты начинаешь проникать в это поле, ты понимаешь, что это совсем не так. Соответственно, мы считаем, что наша задача в том числе это попытаться объяснить не только им, но и нашим же людям о том, что не мы ущербны, это описательная история такая вот с их стороны, да, а в действительности мы можем дать пример того, что такое воинская, ну, не нравится демократия, да, народовластие или власть там, власть лучших, власть правды. Вот что мы, на ваш взгляд, здесь можем сказать такого концептуального на этот счет? Ну, во-первых, вот объективности ради, да, в том же, если предположить, что у нас сейчас третьим участником является вот такой собирательный коллективный либерал там, или вообще вот этот коллективный оппонент, да, который вот это все, значит, выносит на поверхность, что это мрак, это там... Так вот, чисто исторические факты и рассмотренные под микроскопом ясы Чингисхана, его там даже методы ведения войны, то есть почитать переписку Бату с европейскими монархами, и прямо вот все становится на свои места. Так что я им настоятельно рекомендую, прежде чем касаться какой-то темы в критическом таком ключе, немножко познакомиться с этой темой. И там, я так предполагаю, люди развитые все, да, то есть, которые владеют речью, которые владеют вот этим понятийным аппаратом, когнитивными возможностями собственными. Они вполне себе пригодны для того, чтобы вот пойти в библиотеку, условно говоря, взять нужные материалы и это все посмотреть. Теперь то, что касается вот этих итераций в процессе этногенеза, да, нашего, ну и антропогенеза, да, как более открытой системы по отношению к нашей маленькой, значит, ну, вообще-то именно вот военные такие, ну, мы были народом войском. Это наш генезис. То есть мы возникли как вот такая, ну, кочевая, да, вот кочевая форма жизни. А это значит, что ты
очень, очень тесно связан с землей. Даже не как земледелец. Земледелец меньше связан с землей, чем кочевник. Это можно вот на примере даже североамериканских индейцев очень, очень иллюстративно получить представление об этом. Так вот, если говорить вот вообще простым дискурсивным языком, академическим, то мы практиковали и научили мир вот этим первым формам народовластия еще задолго до того, как в Риме научились доить коз. Это уже вот если действительно в такую в полемику входить, в полемический дискурс, в аргументативный дискурс. Вот, соответственно, это, я не могу сказать, что, знаете, это как чемпионский титул, один раз завоевал и все, и починаешь на лаврах. Нет, его надо постоянно подтверждать. И подтверждать труднее, чем завоевать, как известно. Да, да, но все равно есть базис и есть, скажем так, основа, на которую можно опереться. Мне в этом плане, я иногда вот визуализирую для себя какой-то такой, знаете, воображаемый диалог с нашими предками, и мне это очень сильно помогает. То есть они, вот эти люди, которые спали на конских шеях, и которые проскакивали о двух конь, имея просто вот с каждой стороны седла там по бараньей ноге вяленой, они проскакивали огромное расстояние от Северного Китая и от, ну, вот, от своих самых восточных степей до Восточной и Центральной Европы. Ну, это... Вот тут очень важный момент, Дамир. Я думаю, что мы должны будем в будущем тоже его обязательно выделить в отдельную категорию. Идея сакральной географии или идея ощущения географии как категории, которая очень сильно различается с тем, что ее понимают, например, в России. То есть в России парадоксальным образом самая большая страна, протяженность колоссальная, но настолько отсутствует понимание политической географии, особенностей всего остального, что не очень понятно. То есть завоевательные вот эти вот все походы и вот последний Путина, они как бы вот внутренне бессмысленны. В отличие от наших предков, которые не делали это ради, там, сказать, того, чтобы приплюсовать новые, и ради чего. То есть они же выстраивали инфраструктуру, они ее наполняли смыслом. Потом этот политический смысл был скопирован той же Российской империей, потому что по лекалам Золотой Орды она формировалась, как известно, институты государственные и все остальное. Все это было впоследствии использовано, и, как часто бывает, чисто психологически, когда ты копируешь или, как это говорится, занимаешься воровством чужой мысли, да, чужих трудов, ты, чтобы не признавать этого, начинаешь первоисточник гнобить. Да? Ну, когда занимаешься плагиатом, ты начинаешь там своего отца, там, сказать, интеллектуального гнобить, чтобы замести следы того, что ты у него это слямзил, как говорится. И вот поэтому, может быть, истоки и вот этой вот ненависти. Поэтому, может быть, Россия, вот как этот проект, она не смогла переварить это пространство. То есть, как она ее переваривает, она ее просто, ей устраивает геноцид тотальный. По-другому она ее не в состоянии переварить, потому что даже самого дискурса политической территории, ну, у нее нету. Когда говорят, ну вот же захватила огромное количество территорий, но захватила, а дальше из этого что вышло? Как мы видим, Путин говорит, Россия – это государство, цивилизация. То есть он прямо указывает, что вот есть мы есть цивилизация, нет нас, нету цивилизации. Но под этим-то как бы лежит наша цивилизация. Вот как вы здесь считаете? Ну, здесь это еще в первоисточниках описано в форме, значит, конфликта Авеля и Каина, то есть борьба за первородство.
То есть Московия не может простить первородство ни Киеву, ни Каракаруму, да, условно говоря. То есть и в этом плане вот их можно только жалеть на самом деле. То есть они вот отравили себя вот этим токсичным мифом о собственном величии. Вот, причем внутренняя вот эта вот коллективная память, она же все равно, она как хроники Акаши, она все сохраняет вот прямо, ну, там невозможно ничего исказить. И она отражает это правильно. И поэтому вот такой дичайший вот резонанс желаемого и действительного, того, ну вот, реальности и альт-реальности. То есть, соответственно, ну, на самом деле я бы хотел вот оговориться, что мы же с вами, как люди доброй воли, да, мы же вот больше, даже когда мы вот наших условно-русских кузенов как-то, ну, начинаем критиковать, мы же это делаем вот из сочувствия к ним, да, из такого, из настоящей, да, из настоящей эмпатии, потому что, их нельзя не жалеть, потому что они сами себя загнали в такое состояние невозможности правильно оценивать происходящее, именно вот отравив себя вот собственным вот этим токсичным мифом. Соответственно, ответ на ваш вопрос, да, элементарная вот борьба за первородство и невозможность простить того, кто стал источником вот этих смыслов. Интересный момент, да, интересный момент, связанный с тем, что, собственно, Киев, Каракурум, или там, например, Итиль, или Сарай, это Запад и Восток, явные такие вот Запад и Восток, собственно, да, географические, но и цивилизационно так или иначе. Теперь Россия, которая не обнаружила себя цивилизационно, поэтому долгие годы она пыталась нащупать то, что названо было ее мыслителями, не философами все-таки там, как третий путь. Да, вот этот третий путь, он так и не сформулирован в четкую идеологему. Вот до сих пор не очень понятно, что такое традиционные ценности, их я имею в виду, но достаточно понятно, что такое наши традиционные ценности, вот что такое наши добродетели, что люди доброй воли, о которых вы сейчас сказали, это люди-воины. Не обязательно, которые там ходят с мечами, это люди воинские по своему духу, то есть они стараются за справедливость, за правду, за свои ценности. В этом смысле, то есть это неподатливое население, к которому пришел, повесил ярмо, да, и как бы вперед за цыганской звездой кочевой. Нет, собственно, если мы с вами сейчас до сих пор живы, если мы говорим об этих ценностях, если наша цивилизация не просто выжила, она смогла вот через эти бетонные слои пробраться, это говорит о том, что не очень сильная витальная мощь, и именно она воинская в хорошем смысле. И вот такой важный вопрос. Чего нам не хватает с точки зрения вот цивилизационно? Мы вот много с вами разговаривали на эту тему. У нас есть история достаточно славная, у нас есть вроде люди, у нас есть политическая территория, но в конечном итоге ощущение, что не хватает какого-то то ли пазла, то ли, может, какого-то вот клея, который все это соберет в цельность. И вот эта вот цельность, она разломает то, что над нами давлеет. Я имею в виду вот это вот постимперский дискурс, вот это постимперское тело. Что, на ваш взгляд, необходимо вот сделать или делать уже сейчас? Смотрите, мне кажется, вот как в любых взаимодействиях нормы и патологии, да, вот есть доктор, есть пациент. Пациент, когда он не признает, что он болен, но он, тем не менее, там, доктор, а все-таки как вот это? Он говорит, так нет, ты реши, ты все-таки болен, тебе нужна вот консультация доктора или не нужна?
у нас есть с вами проблема, у нас неготовность аудитории поставить вот искренний вопрос и сформулировать запрос. Потому что когда их вот начинаешь так выводить сейчас, ну, допустим, вот частные случаи какие-то, что, ну, вас все устраивает? Ну, нет, конечно, там вот что-то это самое. Так может быть тогда, не-не-не, мы никому, мы не позволим, нет, нет, мы вот, нет. То есть наша с вами проблема в том, что аудитория не признает необходимости терапии. То есть вследствие чего это? Ну вот, видимо, вследствие вот этого накопленного кванта преступных действий по отношению там к первородству, ну то есть вот эта империя, она выживала, как говорит Дмитрий Чернышевский, Савромат, вы наверняка знаете его. Он говорит, что да, она вот создавалась как империя народного горя, к сожалению. И она прошлась по всем народам, которые ее когда-то населяли и которые до сих пор населяют, она по ним сейчас идет вот этим катком. Соответственно, если предположить, что вот эта аудитория признает, что да, вот это положение вещей – это классическая, химически чистая патология, и нам всем нужно найти выход из этого бедственного положения, вот тогда мы с вами сформулируем вот этот комплексный алгоритм, запитанный именно на, ну, проистекающий из морально-нравственных каких-то максим целого свода законов, которые в свою очередь проистекают из единого закона бытия, из закона творения. И тогда останется только техническая часть этой работы. То есть, грубо говоря, призванные люди сели за первоисточники, за другие источники и разобрали это все, систематизировали и выдали уже готовый результат в виде дорожной карты, как нам обустроить человеческую цивилизацию. Кто виноват и что делать по Чернышевскому. Да. Собственно, я попытаюсь задать вам следующий вопрос. Может быть, нам необходимо вот на этом отрезке сейчас сформулировать определенную миссию, то есть наложить на себя миссию или реанимировать эту миссию. Объясню почему. Потому как человек, общность, нация, которая живет в ощущении миссии, ну вот, скажем прямо, Путин смог навязать, да, силой, да, обманом, да, ложью некую миссию того, что мы, носители традиционных ценностей, что мы как бы вот являемся хозяевами этих пространств, что у нас есть прогрессивная роль по просвещению, оцивилизованию народов, которые стоят на исторической ступени ниже нас, но это там советская, да, идея, ну как бы там ни было. Вот наложил миссию. И теперь многие люди, вы же знаете, там с ватниками общаешься, даже человек хорошо образованный, у него как бы вот есть клише. Значит, мы боремся с фашистами, мы, значит, вот пытаемся геев там изгнать из Европы, мы там пытаемся, чтобы дети росли детьми и все остальное. А вот наша миссия, то есть вот стратегически, нам этого чуть-чуть не хватает. У меня ощущение, что мы немножко локализуем себя, в то время как нужно бросить вызов такого же порядка, мессианского. Что это? Разлом этой империи, освобождение там человечества от этой грязи. Или вот как-то, на мой взгляд, же можно нащупать? Как вы считаете? Безусловно, и можно, и нужно. И в какой-то мере это задача тех, кто к этому призван.
Здесь нужно, как мне кажется, быть очень осторожными в формулировках, но одновременно очень точными в формулировках. То есть, когда мы говорим там разрушить, это сразу вызывает ну, негативные коннотации такие, да. То есть, а если мы говорим переинсталлировать, ну, скажем так, можно вообще отказаться от всего, что дала вот это вот, что дал этот условно, как его назвать даже, русский мир, ну вот такая кодировка используется, да, вот он что-то дал, и Да. нам в том числе. Подобно тому, как вот испанская конкиста очень много дала, значит, народам, коренным народам обеих Америк, да? Она что-то взяла, она что-то, ну, это вот, либо мы с этим, ну, отрицать это, ну, не научно. Соответственно, с этим надо что-то делать. И мы можем просто, переформулировав, сказав, что, дорогие участники процесса, давайте не будем ничего разрушать, а возьмем то позитивное, что дала все-таки, что дал этот исторический опыт, исторический эксперимент, и пронесем это позитивно вот в наше настоящее, а потом в будущее. И на основе этого сконструируем уже, ну, более-менее жизнеспособную модель, без каких-то вот этих глупостей а-ля вы там такие, мы такие, то есть, да нет же, мы все результат эксперимента высшей силы, да, то есть разумная форма жизни, которая, кстати, у меня большие сомнения сейчас в этом, что сапиенс это разумная форма жизни, судя по тому, как он себя ведет. Так вот, мне кажется, нужно правильно озвучить вот эту тезу, да, и апеллируя вот к каким-то, ну вот прям к онтологическим основаниям, да, ну, мы все-таки люди, все. Ну, правда, сейчас и в этом у меня большие сомнения, что все двуногие принадлежат к одному биологическому виду, вот, но все равно, скажем, апеллировать к этому нужно. Соответственно, если, используя правильные формулировки, которыми интерпретируется и вербализуется правильная идеологема, которая в свою очередь берет свой генезис из закона, из единого, единственного закона бытия, то, в общем-то, тогда есть, скажем так, определенный расчет на то, что вот эта индукция доброй воли, она сработает и в наших оппонентах. Вот так я вам скажу. Спасибо. Мы озаглавили наш эфир относительно Тартарии. Вопрос, тут вот пишут, что где заявленная тема. Значит, проблема заключается в следующем, что мы пытаемся концептуализировать не только историческую повестку, но и пересмотр в целом политической географии. Вот теперь, если подойти к тому, что пространство Севера Юразии принадлежало как бы тюркам, нам, встает вопрос, что раз Российская империя, Российская Федерация является симулякром по своей сути, ну, потому что нет россиян, нет такого народа. Эта общность не сложилась, хотя Ельцин ее пытался навязать. Если помните, он говорил все время пьяные, уважаемые россияне и россиянки. То есть это тоже какой-то странный такой подход. Но он не сложился. Дальше Путин понял, что с этим надо что-то делать. И стал эту тему пересматривать в сторону ухода от гражданственности в такую этническую составляющую. Соответственно, вот идея возрождения нашей общей политической территории и пространства такого коллективного
Сознание, это же тоже вопрос крайне важный, потому что если мы не будем претендовать на свое и на масштабное, то, скорее всего, мы будем всегда ограничиваться нечто меньшим, которое, как известно, меньшее всегда будет уступать большому. То есть часть не может превалировать над целым. Часть всегда будет ущербна по отношению вот к тотальности. Соответственно, необходимо ли нам проговаривать, в том числе идеи того, что политическую географию мы должны возвращать вот как необходимый политический дискурс сейчас. Не только бороться за те клочки, которые нам нарисовал когда-то Сталин, и сейчас нам могут, конечно, откатить вот эти вот маленькие территории, но эти маленькие территории все равно будут проигрывать по отношению к этому большому монстру, который, конечно, просто будет каток по отношению как бы к божьим коровкам, коими мы являемся, по сути. Ну, смотрите, мы же не зря коснулись вот историографически, да, коснулись наших прошлых проектов. То есть, если предположить, что, между прочим, это относит нас вот настолько далеко, насколько, значит, когда там Аттила Гун разваливал уже Римскую Да, империю? 4 век. Да, 4 век. то есть вот туда нас это относит. Соответственно, наша политическая география началась вот тогда. Российской империи сегодня, да, вот, ну, ей чуть больше, там, может быть, 300 лет, да, в том виде, в котором мы ее вот сегодня обсуждаем. И в этом плане у нас и политического опыта больше, и, скажем, вот каких-то обязывающих черт национального культурного характера. То есть, и как бы это попроще Ну и сформулировать. есть и исторические права, соответственно, потому что эти исторические права у нас были отобраны, попраны, и торжество исторической справедливости, ну, является тоже, скажем, если не нашей миссией, то той задачей. Той задачей. Да, вот смотрите, но если причинно-следственный клубок размотать все-таки, да, то мы получаем, что в какой-то момент вот эти два полюса цивилизационных смыслов, да, то есть Восток и Запад, они дали санкцию, значит, на проект. Это же не просто так, ни Чингис, ни Бату, ни те, кто, значит, за ними шли, они бы этого не построили, если бы не было запроса. Да? Это как на рынке. Вот спрос, предложение и вот синтез вот этого. Да? Соответственно, в какой-то момент эти два полюса дали свою санкцию, а потом ее отозвали и сказали, знаете, что-то нас, опять же, это мы гипотетизируем, да, и решили переместить вот этот центр управления, ну, немножко западнее. Что из этого вышло, мы все знаем. И поэтому сегодня ответом вот на вот эту потребность поиска решения может быть такое, что, дорогие друзья, вот смотрите, если вы четко формулируете свой запрос, да, а это не будет простым решением, потому что Запад, он перестал быть чистым, он стал евроатлантическим. И там вот перемешалось очень много всего, да, вот в той части света, где я сейчас нахожусь. И, соответственно, мы в состоянии под этот запрос сформулировать проект, сформулировать идеологему и сверстать проект. Но уже с учетом приобретенного опыта, с учетом допущенных ошибок, с учетом всего вот этого курса 500-летнего и даже больше, да, который, в общем-то, который нам принес вот необходимый квант экспертизы.
Соответственно, у нас в этом есть и место, и даже и роль, и даже обязательства. То есть, как бы мы не хотели там, грубо говоря, там отсидеться в кулуарах там или, ну, в разных формах взаимодействия там внутри вот своего маленького социума, мы обязаны предложить цивилизационный соблазн. Мы обязаны предложить выход из этого тупика. У нас, я бы сказал, больше всего прав на такой голос. Соответственно... Ну а что мы можем вот предложить, условно говоря, здесь и сейчас? Ну, смотрите, мы как раз и есть вот эта вот сущность, которая одинаково хорошо понимает и Восток, и Запад. Угу. Мы одним полушарием западные, а одним полушарием восточные, если вот такими уже метафорами говорить. Соответственно, мы можем быть вот не только логистическим мостом и там политэкономическим, но и смысловым. Знаете, какая мне нравится аналогия? Помните, у Ридьярда Киплинга есть такое произведение «Маугли». Там вот в процессе повествования там такой феномен подсветил Киплинг. Величайший, кстати, величайший гуманист и мыслитель. Помните, там было водяное перемирие? Там очень много всего было, там и рыжие собаки, и там Шерхан с волками, и вот там это самое. А когда протрубил Хатхи, все обязаны вот так законсервировать свои хотелки, боялки, там, и все вот эти вот формы репрезентативности, да. И вот сейчас, как мне кажется, а я занимаюсь 13 лет экологией, и не только экологией, я с 2011 лет уже, я, ну, когда разобрался с философскими всеми вот этими хитросплетениями, я занялся изучением шаманизма. И я вам могу сказать, что этой системе знаний 12 тысяч лет. И она с этими смыслами работает все вот эти 12 тысяч лет. И очень, скажем, и в абстрактном смысле, и в прикладном. Так вот, я могу сказать, что сейчас именно такой момент, вот критический момент вот этой современной нам бифуркации. То есть Хатхи трубит. И, скажем, если действительно мы не хотим закрытия проекта Homo sapiens, мы все обязаны нюхнуть вот этого нашатыря, прийти в себя и каждый, выполняя свою функцию, начать делать работу по выходу из вот этого катастрофического положения дел. Но она катастрофическая в каком смысле? Физическом, интеллектуальном, духовном? Что подразумевается? Ведь, например, каждое поколение, наверное, говорит примерно о том же. Все плохо, и, в общем, все, что было до нас, было прекрасно, а все, что останется после нас, вряд ли останется. То есть вот о каких конкретно, скажем, угрозах, вызовах мы сейчас можем говорить? Смотрите, есть такая все-таки версия, такая гипотеза, что человечество является коллективным биологическим видом. Ну, как вот пчелы, термиты, муравьи, кораллы. И когда в такой системе, где основной
программный императив – это определяющий, программирующий взаимодействие элементов системы. Он говорит одно, а вследствие накопленной ошибки участники вот этих взаимодействий делают с точностью до наоборот. Такая система разрушается. Соответственно, мы наблюдаем сейчас вот это, ну вот КПД наших взаимодействий элементов системы, внутри системы, он катастрофически мал. Да, нам этого хватает на то, чтобы 0,5% представителей этого вида жили во дворцах и соревновались друг с другом там в дороговизне яхт. Еще 3-4% более-менее как-то вот могли воспроизводиться, а остальные 90 с чем-то процентов страдали и мучились. И вот это, как мне кажется, с точки зрения моей экспертизы в монотеизме, в философии и в шаманизме, вот это, я бы сказал, является хотелось бы сказать преступлением против вот закона бытия, но слишком вот вульгаризировано это слово, это понятие преступления. Скажем, дискредитация основного закона, единственного закона. Соответственно, можно до бесконечности спорить, доказывая одни будут говорить, что это ненормальное состояние дел, а другие будут говорить, да нет, все же хорошо. Вот как я помню, меня приглашали в Ленобласти, там очень, я в свое время, значит, закрывал свалки, вот, и меня приглашали депутаты ЗАГСа Ленобласти, значит, на совещание вот этих владельцев этих свалок. И вот они сидят, и они совершенно искренне говорят, да все же нормально. Ну все же, потому что он знает, что с каждой машинки, которая заехала на эту свалку, он получает, у него все нормально. А у других ненормально. Потому что его свалка отравляет первые водоносные слои, она отравляет почву, она выделяет метан в атмосферу. И вот им этого не доказать, но, видимо, и не нужно им это доказывать. Видимо, такие люди, как мы с вами, они должны просто перестать кому-то что-то доказывать и просто закрывать эти свалки. Это вот если говорить об оптимизации процесса. То есть сделать так, чтобы мы не оказались на свалке истории, как говорится. Да, да. Дамир, я предлагаю на сегодня закончить. Мы около часа говорим. Мы попытались, дорогие друзья, какие-то реперные точки нащупать, а следующую нашу беседу мы попробуем уже конкретизировать для того, чтобы по этой теме пройтись уже более основательно. Так что, если какие-то вопросы у вас будут к нам и к Дамиру, к моему собеседнику, пожалуйста, пишите, что вас заинтересует. Может, тот самый экологический дискурс, про который Дамир очень много знает. Вопрос, например, цивилизации экологии очень важен, потому что известно отношение, например, наших предков к экологии. Оно было совсем, естественно, другое, не то, что сейчас как бы наплевательское. Несмотря на то, что кочевники владели большими территориями, они к территории относились очень уважительно. Так что я предлагаю вот такой алгоритм. Если уважаемый Дамир на это согласен, то решим так. Я, безусловно, согласен. И хотел бы вот попросить еще слово для... Я хотел этот дисклеймер в начале озвучить. Да, пожалуйста. Да, но лучше поздно, чем никогда. Скажу за себя, но я так рассчитываю, что выражу наше с вами общее мнение, да, что вот участники этой встречи
никого не призывают ни к каким там необдуманным действиям или каким-то мероприятиям, которые можно было бы как-то вот либо двусмысленно трактовать, либо вот совершенно там однозначно трактовать как квалифицировать как преступное действие. То есть мы вообще не про это. Мы визионеры сегодняшней точки бифуркации, сегодняшнего катарсиса. И как бы сегодняшнее положение дел не воспринимать, он, значит, вчера был, значит, прямой эфир, да, не прямой эфир, а ответы на вопросы, да, вот у одного общеизвестного деятеля политического. Вот, так вот, на него смотришь, я долго не смотрел, в основном, да, нарезку вот из каких-то там этих самых, то есть, ну, я так вот смотрю на него и понимаю, что у него все нормально. Вот у него все нормально. И объяснять ему, что вот то, что у тебя все нормально, а у других ненормально, это все нормально, это вот, это обречено, это не имеет смысла, это лишено смысла. Поэтому мы, визионеры, и, скажем, в определенном смысле, сейчас скажу прям такую высокопафосную вещь, блюстители закона, да, потому что мы выполняем закон. Стараемся не навязывать там, не ущемляя ничью свободную волю и свободный выбор, не навязывать свою точку зрения никому. Но совершенно точно, что сейчас критическая, экзистенциально опасная точка бифуркации человеческой цивилизации. И в этой точке мы все обязаны быть более осмотрительными, быть более осознанными, быть более ответственными. И вот мы с Русланом по мере сил своих пытаемся вот этому соответствовать. Я правильно говорю, Руслан? Да, да. Что ж, замечательно. Спасибо, Дамир, спасибо нашим зрителям. Оставайтесь с нами на связи. Бигзур Рахмат. Сазгар Ахмат, и, как говорится. Вам сил, уверенности, здоровья, и мы будем помогать. Да, Аллах верса, иншаллах, как говорится.